Я спрашиваю, братья мои, все здесь сидящие, которых я вижу перед собой, вы разных цветов кожи, вы из разных стран, разных рас, и даже валюта у вас разная, все разное. Однако нас объединяет только ля иляха илля-Аллах. А сегодня мусульмане объединяются на этих словах. Мы переживаем сегодня очевидную беду. Мусульмане разделились, конфликтуют, терпят поражение и стали самыми слабыми людьми. И мы можем даже сказать, что в глазах кафиров мы стали ничем. Мы стали унижены и ничтожны. В прошлом же мусульмане сотрясали мир и не обращали внимания ни на кого, кто бы это ни был. Сотрясали своей верой, а не тиранией и насилием. Они несли людям великую акиду, и те получали пользу от нее. Как пришло в истории Риб'ия ибн Хираши, когда он был послан с письмом от Саада ибн Аби Ваккаса к византийскому императору, или же к Рустуму. Он пришел к нему пешком. Перед ним стояли дворцы и огромные армии. Он был в залатанной одежде, смуглый, высокий и худой, и нес с собой пику, на которую опирался. Охрана спросила его, зачем он пришел. То есть такой человек, как он, недостоин даже ходить рядом с дворцами, не говоря о том, чтобы входить внутрь. Он сказал: «У меня послание от Амира». Они сказали: «Дай нам его». Он сказал: «Нет. Мне было велено передать его лично вашему господину, а иначе я возвращаюсь, и все на этом». И ему позволили войти. Он вошел, а вокруг, наверное, были царские палаты, шелка, парча, золотые украшения и гипсовые скульптуры, но он не обратил на все это никакого внимания, потому что его вера была выше всего этого. И когда царь увидел его, он сильно удивился. В письме он прочитал призыв к исламу и спросил: «Зачем вы вышли?» Он ответил: «Мы вышли, чтобы вывести людей из поклонения рабам к поклонению Господу рабов, из тесноты сего мира к просторам следующей жизни». Откуда у нас сегодня такие понятия? В поведении и в характере. Сегодня у нас, мои братья, много всяких идолов. Идол работы, идол динаров и дирхамов. Мы живем с ними, и они оказывают на наши души сильное влияние. Мы сегодня живем в тесноте этого мира, не так ли? Или, может, мы чувствуем простор? Мы чувствуем, будто этот мир шире, чем ахират? Однако салифы не были такими. Царь спросил его: «А сколько у вас армии?» Он ответил: «У нас огромная армия». И вдруг царь говорит: «Если в их армии найдется хотя бы 1000 таких, как он, то, Богом клянусь, они завладеют всем миром». Поэтому наши салифы, сподвижники, исламская умма была уммой, к которой прибегали люди со всего света из-за ее культуры, науки и правдивости. А сегодня мусульманин боится, что его брат по вере обманет его, солжет ему, украдет его имущество или побьет его. При этом все мы говорим «Ля иляха илля-Аллах». Где же эффект от этих слов в поведении людей? Для людей они стали всего лишь словами. Давайте, братья, посмотрим сейчас на условия слов «нет божества, кроме Аллаха». Первым условием является ильм, знание. Субханаллах. Когда ты спрашиваешь некоторых людей, что значит «нет божества, кроме Аллаха», они говорят: то и означает, что нет божества, кроме Аллаха. Это известно. И больше сказать не может. Поэтому говорится знание смысла этих слов и того, что они состоят из отрицания и утверждения, с убежденностью, которая оказывает влияние на поведенческий характер. А сегодня, братья мои, мы не знаем их смысла, и они не оказывают должного влияния на нас. Поэтому и поведение наше не соответствует этим словам. Поэтому наш Господь сказал: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех». И когда человек знает, что только Аллах достоин поклонения, твердым знанием и убежденностью, через изучение текстов Корана и Сунны, это оказывает сильное воздействие на его сердце, поклонение и убеждение.